Всем привет, друзья, это Ветви и с вами Кэп. Недавно Михаил Кириллин выпустил обзор на клип Светы Бугаевой. О, вы видели этот взгляд просто? Не могу сказать, что я согласен со своим коллегой, но стоит отметить, что действительно клип получился несколько неоднозначным. Это лучший день в жизни электрощитка. Поэтому сегодня мы решили представить вашему вниманию те клипы, которые нам показались наиболее выгодно смотрящимися в 2017 году. Сразу хочу сказать, что это не какой-то топ, где есть первые и последние места, это просто 5 клипов. Первый клип — Тиджа и Айлана Семенова. Смотрим. Человек, который исполняет регги. По слову Растафараи в начале клипа вы можете это понять. Первое, что бросается в глаза — классный цветокор, хороший монтаж, и кадры очень здорово сняты, очень выгодно показывают красоту нашей родной природы. Я не устаю об этом повторять, я кореец, и я не понимаю якутского языка, и поэтому, во-первых, я не рискну говорить название треков иногда здесь, потому что мои друзья, когда слышат, когда я что-нибудь в обиходе говорю, они просто... Только повтори еще раз, что ты сказал. Сполухая тардарга. Завязывай с этим, братан, завязывай. Многие слушают песни на английском, не понимая английского, и получают удовольствие, так что, в принципе, никакого противоречия я тут не вижу. Ну, мне, конечно, больше понравился непосредственно трек. Сам клип — это просто клип. Но мы продолжаем. Следующий клип Гали Виноград. Здесь они выбрали местом съемок автомобильную свалку, и это круто выглядит. Здесь есть ребята-танцоры, профессиональные танцоры, некоторых из них я знаю. И тут, конечно, безусловно, хореография поставлена на очень высоком уровне. Антона мы здесь видим, который, как всегда, крут. Хотелось бы отметить макияж, прически. Здесь нету каких-то людей, которые просто ни с того ни с сего попали в кадр. Здесь мы видим какое-то развитие сюжета. На это интересно смотреть. Следующий клип, о котором мы поговорим, это клип Читы Чупиковых и Евгения Мухина. В первую очередь мне нравится песня. Песня просто классная. Там, где солнце светит высоко и ветер гуляет холодный, дышится мне так легко и свободно. Очень такая чистая, красивая, лиричная песня, и клип под стать этой песне. Здесь он так по-благородному минималистичен, и это очень здорово. Там, где солнце светит высоко и ветер гуляет холодный. Клип на самом деле снят очень просто. Тут есть квадрокоптер, и это, в общем-то, все какие-то изыски этого клипа. Здесь кадры из квадрокоптера выглядят очень уместно. Есть много природы, есть много воздуха. Чувство полета на самом деле очень хорошо передается, что в песне, что в клипе. Жанр гораздо более мне близкий, опять-таки, музыкальный. Клип шикарный, всем советую посмотреть. Следующий клип — это клип Кюней. Но сразу видим стилистику. Главное что? Это мужчина с зелеными усами. Ну, классный такой ретро-эпатаж, который в моде в последнее время. Виктор Лифу здесь показывает все грани своего таланта. Это реально классный клип, он остроумный, он очень эстетичный. Но я не думаю, что российский зритель хорошо поймет этот клип, но вот, допустим, японцы, мне кажется, будут просто в восторге. Говорят, что это закос на Псай. Поймите, несмотря на то, что я всячески поддерживаю корейского земляка, все-таки Псай — это просто наиболее яркий представитель вот визуальной волны, если можно так назвать, вот как снимаются эти клипы. На самом деле есть целая ниша таких артистов, которые снимают клипы в таком стиле. То есть это просто клип, снятый в определенном жанре. Если кому-то там что-то не понравилось, скорее всего, это просто от непонимания конъюнктуры, что называется.
И пятый клип, о котором мы поговорим, это клип «Уран» и «Кокитоки», которые сняли Александр Красновский и Владимир Монкуев. По образованию инженер, соответственно, у меня подход немного технический. Понятно, что ребята хотели сделать что-то типа презентации группы, чтобы вот с этим клипом было, в общем-то, понятно, что за группа «Уран», что происходит. Двойственная ситуация, конечно, это не идет на пользу клипу, но, безусловно, идет на пользу продвижения имиджа группы. Если кто-то из вас не слышал группу «Уран», пожалуйста, идите и послушайте. На iTunes скачайте, там, не знаю, сделайте что-нибудь. В этом клипе мы видим огромное количество визуальных приемов, образов, каких-то метафор, которые наверняка не совсем однозначны для кого-то будут. Над каждым из этих образов можно подумать. То есть в этом клипе есть такая семантическая многослойность. Кстати, в кадре вы можете видеть режиссера Владимира Монкуева в очень странных обстоятельствах. Безусловно, самый классный момент в треке, когда начинается вокальная партия «Кокитоки». Это просто шикарный клип, и я его смотрел не один раз, и песню эту слушал не один раз. Ну, это классный клип. И отдельным бонусом у нас идет не совсем клип, но живое выступление. Выступление группы Море Нера на фестивале Sounds of Sakha 2016. Группа Море Нера уже давно существует на якутской сцене. Это очень классная песня, и вот живое выступление, которое я вам советую тоже посмотреть. Он не знает для чего и зачем повторяет про себя ее имя. Вообще рок — это отдельная субкультура, и очень многие люди не понимают рок-музыку. Море Нера чем хороши как группа? Тем, что у них музыка все-таки более универсальная. Та музыка, которую можно слушать по радио. Та, ради которой он на все готов. В толпе она, увы, неприметна. Как вы можете видеть, все это снято не на телефон, и само качество, как бы говорит, само за себя. Ну вот, друзья, такой у нас получился небольшой топ-5 тех клипов, за которые нам не стыдно. Ну как нам, мы же их не делали. Ха-ха. Все ссылки на клипы в описании. Оставляйте свои комментарии, какие клипы вам понравились, какие, может быть, не понравились, где вы с нами не согласны. И предлагайте свои клипы, которые вы считаете лучшими. А напоследок бонус бонусов. Тот клип, в котором приняли участие наибольшее количество наших друзей. Наслаждайтесь, а с вами был Кэп. Всем пока. Ночным огнем город светит, над ним шальная луна. Я не надеялась встретить сегодня ночью тебя. Одетый в черные джинсы, в глазах нахальный огонь, и непристойные мысли летят безумной волной. Он танцует джаган волчана, игры ханды горбетовым, государя ахым, будуга бусирига. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.